Добрый вечер, в эфире самое время, а значит, пора поговорить об актуальных новостях с интересными людьми. В студии Карина Тамаева и Аслан Санакоев. Сразу к новостям, притом хорошим. В Южной Осетии начнут проводить бесплатные операции по удалению катаракты. Такая возможность появилась благодаря подарку от властей Ленинградской области. Министерству здравоохранения Южной Осетии передадут современное офтальмологическое оборудование. Помощь реализуется при содействии губернатора региона Александра Дрозденко и главы комитета по здравоохранению Ленобласти Александра Жиркова. Офтальмологический комплекс будет установлен в Республиканском многопрофильном медицинском центре Цхинвала. Уже в августе оборудование полностью будет готово к работе. Сегодня в Южной Осетии на учет нуждающихся в хирургическом лечении состоят около 400 человек. Первые операции планируют провести в августе этого года. И на этой приятной ноте мы начинаем выпуск. Карин, вот не зря Северную Осетию называют культурной столицей Северного Кавказа. Ой, Аслан, я, кажется, знаю, о чем мы будем говорить, потому что я как раз перед эфиром смотрела афишу. Нисколько не сомневаюсь. С 22 по 24 мая к нам приезжают гости из Симферополя. Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького. На сцене Северо-Осетинского театра имени Тхапсаева покажут сразу 3 спектакля. Причем какие? Чеховский «Вишневый сад» в постановке главного режиссера театра Анжелики Добруновой. Легендарную «Стоянку в Нагасаки» режиссер-постановщик Сергей Ющук. И, внимание, под занавес гастролей зрителей ждет дерзкая фантазия Ярослава Стельмаха на тему шекспировских комедий спектакль «Любовь» в стиле барокко. Знаешь, Карин, что мне особенно в этом во всем нравится? Поделись. Наши гости сами говорят: 3 вечера, 3 истории о главном. Время, выбор и любовь, которая не уходит бесследно. И, Аслан, мы бы не говорили про гастроли, если бы не поддержка Министерства культуры Крыма и соглашение между Симферополем и Владикавказом. То есть это не разовая акция, а шаг к постоянному сотрудничеству театров. Притом крымчане сами признаются, очень ждут теплого приема и искренних реакций в зале. Не скрою, мы тоже ждем. Да, и я предлагаю не тянуть, пообщаться с талантливыми людьми. Сегодня с нами в студии Анжелика Добрунова, главный режиссер Крымского академического русского драматического театра имени Горького. И Татьяна Павлова, актриса Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы вам рады у нас в студии. И, во-первых, хочется вас спросить, не можем с этого не начать, как вам Владикавказ? Я знаю, что сегодня у вас был относительно свободный день, вы успели посмотреть. Поделитесь с нами, пожалуйста, вашими эмоциями. Нам очень нравится этот город. Мы здесь впервые, нам все интересно. Но потом есть вот такое волнительное ощущение, связанное с тем, что мы находимся в историческом месте, с которым тоже связано много творческих личностей. И вот даже мы вчера прогуливались по пешеходному мосту, и проходя через реку Терек, ты понимаешь, что это то самое название, которое звучит в великих произведениях, великих наших русских авторов. Ну и потом, конечно же, очень теплый гостеприимный прием наших коллег. Нам сегодня экскурсию проводил лично директор вашего Северо-Осетинского театра. Мы очень рады, что все так складывается у нас. Мы думали, что мы едем работать, а когда мы подъезжали и увидели эти величественные, гордые, мощные горы, когда нас встречали такие радушные улыбки людей, то мы поняли, что, наверное, мы приехали в какую-то родную семью, которая нас долго ждала. Это очень приятно. Нам тоже очень приятно. Да, вы сказали, что работает, но получается, думали, что едете работать. Я очень хочу, чтобы вот эти ваши гастроли, они прошли вот, и поработать, и отдохнуть очень хорошо, чтобы вы успели, чтобы даже ваши спектакли, это больше было про отдых некий. Присоединяюсь. О чем мы, кстати, еще поговорим чуть позже, о ваших спектаклях. Спасибо. Но, Анжелика Аргановна, вот о гастролях тогда давайте уже сразу поговорим. Расскажите, как случилось вообще вот такое сотрудничество с театром имени Тхапсаева? 10 дней назад, ну чуть больше, чем 10 дней назад,
А театр имени Тхапсаева был у нас на гастролях, на нашей симферопольской сцене. Насколько я знаю и помню правильно, эти гастроли были организованы при содействии министров культуры, вашего министра культуры и нашего Татьяны Анатольевны Манежиной. Это была их инициатива совместная, они это поддерживают. Вот. И когда мы уже знали, что будем встречать Северную Осетию у нас, мы, конечно же, потом возрадовались и тому известию, что мы с ответным визитом поедем. Вот уже, видите, первая половина этой интересной затеи, она уже осуществлена. Вот, теперь мы волнуемся. Волнуемся, мы отвечаем, мы завтра встретимся с вашим зрителем, вот, и надеемся, что у нас случится любовь. Поэтому, вот такая история. Мы в это верим. Да. Давайте продолжим диалог. Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, вот вы пришли в Крымский академический театр сразу после того, как отучились. Это был 90-й год. И с тех пор вы в том же театре и остались. Как это возможно вообще? Неужели не было мысли о том, чтобы куда-то перейти? Убежден, что были предложения. Знаете, я не буду о себе долго рассказывать, поскольку сегодня все-таки не совсем обо мне речь. Так сложилась жизнь. Так сложилась жизнь, потому что театр — это, наверное, мое призвание, но все-таки мое предназначение — это быть хранительницей домашнего очага и матерью. Поэтому Господь распорядился так, что всю свою жизнь я прожила в Крыму, творческую жизнь, и я очень рада этому. Спасибо Богу за это. Анжелика Аргановна, почему гастроли во Владикавказе, вот сюда вы привезли постановки, о которых мы говорили со Сланом, да, «Вишневый сад», «Стоянка в Нагасаки» и «Любовь в стиле барокко». И вот выбор, может быть, немного неожиданный лично для меня, да, то есть это Чехов, это легендарная драма и комедия. Может быть, есть какая-то внутренняя логика? Да, конечно, мы привезли те спектакли, которые можно назвать, наверное, топовыми в нашем репертуаре, потому что они пользуются любовью зрительской у нашего крымского зрителя. И еще и именно эта причина, что они разные очень, эти спектакли. Это даст возможность вам познакомиться с нашим театром, вот с его палитрой разножанровой такой. «Вишневый сад» — это новый относительно спектакль, это премьера этого 205-го сезона нашего, вот. Но он уже успел себя зарекомендовать, полюбиться зрителю. «Стоянка в Нагасаки» — это спектакль, который очень много лет востребован, радует зрителя. Он уже во второй редакции вышел у нас. И да, действительно, невозможно купить билет. Он идет на новой сцене. Сцена эта очень необычная, она по форме необычная, и спектакли на ней очень интересные, интересно мизансценированы. А «Любовь в стиле барокко» — это, мне кажется, здесь вот я как бы скорее отталкивалась от того, что великолепно созданный автором такой парафраз, наверное, на классические комедии Шекспира, Мольера, виртуозная ситуация комическая с переодеваниями и подменами героев. Наш зритель принимает до сих пор его достаточно активно, бурно, хорошо. Мне кажется, наши зрители, которые нас сейчас слушают, и те, которые не успели купить билеты и не успеют попасть вот сейчас к вам, они уже захотят поехать к вам и у вас их посмотреть. Уж я точно, наверное, буду из тех людей, которые к вам приедут. Мы уверены, что наша дружба только начинается. Пусть так. Да, Поэтому приезжайте рада. к нам, мы всегда рады гостям, а мы с Спасибо радостью большое. приедем к вам. Это взаимно, это абсолютно взаимно. Давайте продолжим разговор про «Вишневый сад». Это ведь пьеса, которую ставили не один раз, а в анонсе сказано, очень поэтично сказано, ветрами эпох, ароматом вишневого цвета и звоном клофелина наполнится. Клофелина, что я говорю? Клавесина наполнится сцена. Раскройте, пожалуйста, секрет. Чем ваша версия Чехова отличается от остальных?
Да, наш спектакль действительно, мне кажется, атмосферный получился. Потом я вот сейчас уже могу сказать об этом без сомнений, наверное, что очень удачное распределение актерское получилось. Мне кажется, все артисты на своих местах. И, ну, один из комментариев или вот отзывов, которые мне лично высказывали зрители, думаю, что им можно гордиться. Звучит он так: «Я увидела то в спектакле, что я и представляла, когда читала Чехова». Ну, это же замечательно — попасть в фантазии простого зрителя и совпасть. Да. Поэтому, да, наверное, он отличается этим. Потом, мне кажется, что вот это противоречивое отношение к Чехову, да, на Западе его считают символистом, а у нас в России реалистом больше. Вот в этом и есть противоречие, что в этой реалистической истории, абсолютно исторической, можно сказать, ведь это же, да, уход дворянства, очень много символов, которые закодировал Антон Павлович для нас, для будущих поколений. Вот, и мне кажется, мы с этими символами относительно справились. В них есть какая-то правильная нота. Наверное, поэтому. Вы сказали о том, что вы попадаете в фантазию зрителя, и если зритель дает такую обратную связь, мне кажется, это большая победа. Или нет? Да, конечно. Это мы завтра проверим. Я уверена, так и Наши будет. зрители-то нас любят, мы знаем, понимаем, что они к нам относятся. Но мы особенно трепетно ждем все-таки встречи именно вот с завтрашним осетинским зрителем. Потому что нас встретили как родных, и мы должны ответить им той же любовью и тем же теплом. И нам хочется рассказать все до конца завтра. Татьяна Анатольевна, тогда вам вопрос. Скажите, вот вы много лет в профессии, и театр сегодня, как мне кажется, если я не права, вы меня поправьте, но может он быстрее, громче и где-то даже он моложе. Что из того, как работали раньше, вы считаете невозможным потерять? Что точно надо сохранить из того, что было, и на что вы, может быть, сами говорите, что да, вот это новое время, и это можно и, может быть, даже нужно принять? В театре нет настоящего и будущего. В театре есть момент. Он происходит здесь и сейчас. Его делают не только артисты, а все те люди, которые находятся в этот момент за сценой. Это те, кто нас переодевает, это те, кто нас гримирует, это монтировщики сцены, это реквизиторы, бутафоры. Мы все делаем одно вот это чудо, которое происходит здесь и сейчас. А если задуматься, завтра будут зрители, и мы на сцене. И этот момент в таком вот... мы не соберемся нигде и никогда. Именно таким составом. Насколько ответственный момент этого чуда. И я всегда говорю всем, что нас связывает 2 часа не Wi-Fi, нас связывает что-то большее. Нас связывает то, что мы теряем сегодня в этой погоне в цифровой суетне. Понимаете, суете. И поэтому нас связывают те нити, которые проходят между артистами и зрителями. И мы также от них получаем. Ведь один спектакль, он совсем не похож на другой, если вы придете завтра на Вишневый сад и сегодня. Потому что они все разные. Мы люди и в зале люди. И вот это то ценное. Никогда ни кино, ни интернет, ничто не заменит простого человеческого общения глаза в глаза. Поэтому театр ждет великое будущее. Я очень рада слышать вот там, где вы говорите про то, что ничего не заменит человека, потому что бесконечные вот эти угрозы, какие-то опасения, что да, нас скоро заменят. И очень приятно слышать, что именно человека он не заменит настоящего. Так создал Господь. Да. Мудро. Безусловно. Хочется тогда еще о команде поговорить, об всех, кто приехал. Если я правильно понимаю, то, Анжелика Аргановна, у вас очень разнообразная команда. Это и молодые люди, и уже мастодонты, те, кто маэстро, да, те, кто давно уже на сцене. Как вам удается
налаживать связи между ними? Или не приходится прикладывать больших усилий? Мне кажется, не приходится. И мне кажется, что это не моя заслуга. Мне кажется, труппа воспитана так уже давно-давно, что здесь происходит все правильно. Опытные делятся опытом, молодые этот опыт принимают, постигают, учатся чему-то. Да, в каждом театре есть, конечно же, свои нюансы и во взаимоотношениях в том числе. Но мне кажется, в нашей труппе все происходит цивилизованно и творчески. Вот это главное. А главное, во главе угла все-таки стоит выход на сцену и хороший спектакль. И это, вот этим все сказано. Это, наверное, самое лучшее средство или лучший инструмент, да, как объединить людей. Это сделать с ними хороший спектакль. Анжелика Аркадьевна, но вы еще и около 20 лет преподаете, работаете со студентами очень плотно. А в чем мотивация? В чем вот... Мне кажется, что здесь есть что-то большее, что-то более глубокое. Ну, конечно. Во-первых, когда ты общаешься с молодыми людьми, ты немножко правильно чувствуешь время. Потому что они по-другому мыслят, разговаривают по-другому. Мы их пытаемся учить, вот, да, говорить правильно, а иногда вот слушаешь и понимаешь, что можно уже говорить и так сегодня, или действовать как-то так. Но есть хорошая фраза, я-то ведь начала преподавать давно. Есть хорошая очень фраза. Она как такой, наверное, даже может быть девиз или лозунг. Хочешь научиться, начни учить. Вот я сколько раз уже говорю, я набираю курсы, я опять учусь вместе с ними с первого курса. И говорю себе, зачем мне это нужно, опять учиться с первого курса. Но на самом деле это, вот, знаете, да, как проводники туда, в горы, они берут группу и делают еще одно восхождение. Вот это очень хорошее сравнение, восхождение, потому что мы туда вот забираемся на вершины профессии, пытаемся. Мне это на сегодняшний день до сих пор интересно и важно. Ну и потом, когда твои ученики приходят вместе с тобой работать, то это тоже предмет для гордости. Значит, что-то все получилось, что-то. Потом мамы тоже учатся у своих детей. Вы согласны? Вот Да. Вот мама, вот я всегда учусь у своих детей очень многому. Татьяна Анатольевна, а сильно изменился спектакль за последние десятилетия? Какой именно? Спектакль, я сказал. Театр, я хотел сказать. Ну, сейчас очень много говорят о новых формах. Вот я опять повторяюсь. Сегодня говорила об этом на радио. Очень много говорят о новых формах. Для меня новые формы – это не лазерные шоу, это не какие-то яркие, новые, необыкновенные какие-то приспособления. А для меня все-таки театр остается тем психологическим театром, в традициях которого работает наш театр Горького. Для меня плакать на сцене не действие, а сдерживать слезу действия. Для меня самая яркая мизансцена – это сдерживание слезы в луче света. Когда я не плачу, но плачет зал. Это самые яркие мизансцены. Это то самое ценное, ради чего зрители приходят в театр. Что-то меняется в жизни, но что-то остается неизменным. Так же, как я, например, очень уважаю осетинский народ за то, что они очень чтут свои традиции, очень чтут свои корни, очень уважают старших. И здесь такие традиции. Мы сегодня ходили по Национальному музею и в очередной раз удивлялись и восхищались этим народом, что... Наверное, вы тоже не совсем хотите менять что-то в жизни. Мы об этом расскажем в «Вишневом саде». Ведь у каждого человека свой вишневый сад. Вишневый сад – это не дача и не место на карте. Вишневый сад – это то, с чем очень больно расставаться. И у каждого человека свой вишневый сад. Я рассказала. Нотки консерватизма чувствуются, но приятные нотки. А тогда, если говорить еще про игру актера, что для вас сложнее? Играть классику, где каждый зритель знает текст, или, может быть, новую пьесу, которую еще никто не слышал и не видел?
Каждая работа — это белый лист бумаги. Есть режиссер, есть актеры, берем краски и рисуем. И никогда не знаем, правда, Анжелика Аргановна, что из этого получится, когда начинаем рисовать. Очень хотим, чтобы эта картина была настоящей. И это самое главное. Да, вот все-таки действительно риск, мне кажется, одинаков. Когда ты выходишь с известным сюжетом, да, и уже виденным и ставленным не один раз, это риск, потому что ты даешь свою версию. Так же, как и совершенно новые сюжеты, неизведанные, никому неизвестные, это тоже риск, как он воспримется, как мы сегодняшнее время видим, чувствуем, подаем, совпадаем ли мы со зрителями. Потому что, знаете, меня посещает одна и та же мысль, что мы, люди, которые создают спектакль, иногда делаем один спектакль, а когда я вот выхожу в зрительный зал, я уже смотрю глазами зрителя, они воспринимают немножко другую историю. Вот бывает такое. И тогда надо, конечно, об этом подумать, проанализировать. Но это очень такие интересные ножницы. Они существуют практически все время. Очень хочется, чтобы завтрашний зритель принял нас как родных, не судил строго, потому что мы сделаем все, чтобы поделиться самым сокровенным, самым душевным, самым больным и самым радостным. Я не просто думаю, я уверена, что завтра все так и будет. Я очень надеюсь, что... И очень хочу, чтобы вам понравились... Не могу назвать работой то, что у вас будет завтра и послезавтра. Я хочу, чтобы вы прекрасно провели время, сами получили удовольствие от того, что будете выступать для осетинского зрителя. И самое главное, хочется сказать, что мы вам всегда рады, мы вас всегда ждем. Вопросы, которые у меня еще были, я, к сожалению, уже не успею вам задать, но я надеюсь, что у меня еще будет такая возможность. И вам огромное спасибо за то, что вы к нам. Приезжайте. Обязательно. Приезжайте и задавайте нам вопросы прямо там у нас. Договорились, вы сказали, вы прямо в прямом эфире меня пригласили. Я думаю, это хорошая причина для того, чтобы взять отпуск. У вас нет возможности отказаться. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо большое. А у нас короткая рекламная пауза. Не переключайтесь. Аслан, какая новость? Молодежью теперь можно считать людей до 39 лет. Карин, я чувствую неопределенные нотки. Ты о чем-то переживаешь? Все в порядке, ты еще молодая. Аслан, я не волнуюсь, не переживай. Это просто общая такая некая черта зумеров, да? Вечно куда-то спешить. И поэтому вот я иногда задумываюсь. А вообще об этом рассказали в Минздраве России. Главный внештатный гериатр Ольга Ткачева заявила, что границы возраста сдвинулись из-за общей продолжительности жизни. Ну вот покуда ты еще, Карин, молодая, я предлагаю тебе летом почаще ездить на нашу водную станцию. Спасибо большое. Там можно заниматься спортом, поплавать можно, например. Отличное предложение, Аслан, спасибо, я воспользуюсь. Но, говоря о водной станции, дети там продолжают купаться, несмотря на то, что купальный сезон официально еще не открыт. Ситуация вызывает особое беспокойство после недавнего случая с подростком, который едва не утонул. Ну, собственно, мы решили побеседовать с заведующим водной станции и выяснить, как сегодня там обстоят дела. В настоящее время у нас идет подготовка к купальному сезону. Мы дополнительно устанавливаем теневые навесы на детском пляже, на взрослом пляже. Завозим песок на детский пляж. Во время купального сезона мы дооборудуем спасательные посты для безопасности наших граждан. Пока нету купального сезона, у нас на территории нету постоянного дежурства спасателей. Как только откроется купальный сезон, они будут постоянно на месте. Как работает технически водная станция, так же и они будут работать. Убедительная просьба ко всем гражданам смотреть за своими детьми. Огромное количество детей приходит к нам на водную. Купальный сезон не открыт, но дети все равно заходят в воду и в глубокую, и в мелкую. Убедительная просьба еще раз к родителям следить за своими детьми. Об открытии пляжного купального сезона все будут об этом оповещены, и всех будем рады видеть на территории водной станции.
вот скоро нас оповестят, но все-таки я надеюсь, что осталось совсем мало, и на самом деле, Аслан, всему свое время. Но смотри, что я еще прочитала. Во Владикавказе откроют бесплатный беговой центр. Сильно ты хочешь сохранить молодость, да? Ой, Аслан, я вообще-то для всех это все рассказываю, не только для себя. Современное пространство для тренировок по бегу и другим видам спорта появится на набережной по улице Колка-Кисаева. Проект запускает Всероссийская федерация легкой атлетики. Площадка будет открыта для всех желающих, и здесь смогут проходить тренировки, любительские старты, занятия для детей и семейные спортивные мероприятия. Уже очень интересно посмотреть, что в итоге получится. По фотографиям история, ну, очень заманчивая. Согласна, да. Меньше пассивной работы, больше вот как у нас, да, за компьютерами, и больше активности. Кстати, о работе. Ты вот знаешь, что каждый 4-й житель Владикавказа имеет подработку? Я догадывалась, не то чтобы знала. Ну, У допустим... тебя, видимо, есть какая-то информация, и вот я вижу, что, Не видимо, поверишь, есть. она действительно есть. О наличии дополнительной работы сообщили 26% работающих владикавказцев. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Не интересуются же дополнительным заработком только 24% респондентов. Ну и, как я вижу, среди медсестер подработка есть у 40%, среди врачей у 39%, среди главных бухгалтеров у 35%, и учителей у 34%. И реже подрабатывают продавцы и экономисты, HR-менеджеры, администраторы и менеджеры по продажам. Меня вот удивляет, что нет других профессий. Например, спортсменов. К примеру, спортсменов. Ой, Аслан, ты сказал... кстати, а может, им и не нужна эта подработка оттуда, ты знаешь. И раз уж ты сказал про спортсменов, я тут чуть не забыла рассказать, что сейчас в Алагире капитально ремонтируют детско-юношеский спорткомплекс, где занимаются более 700 детей. Несмотря на работы, тренировки продолжаются по расписанию. Да, в здании обновят коммуникации, стены, полы, окна и фасады, а также оборудуют 4 спортзала и новые раздевалки. В комплексе работают секции футбола, борьбы, гимнастики и дзюдо. Ремонт планируют завершить до конца этого года. Аслан, я заранее приглашаю тебя на экскурсию в декабре. Надеюсь, Карин, что в декабре. А ты вот, кстати, была на матче, посвященном юбилею нашей спортивной футбольной школы «Юность»? К сожалению, не была. Не успела Аслан. А вот наша съемочная группа была и выяснила все о школе. И я пообщалась со спортсменами. Смотрим. Полвека из стен спортивной школы «Юность» имени Нодара Папилишвили выпускались сотни воспитанников. Десятки становились футболистами, чьи имена сегодня знает вся страна. В разные периоды они представляли лучшие команды в разных уголках России, завоевывали титулы чемпионов и становились кумирами для тысяч болельщиков. В юбилейную дату ученики вновь вступили на поле, которое когда-то им дало старт в большой спорт. Мы связались с нашими ветеранами, действующими футболистами, и все откликнулись, всем понравилось, и все буквально согласились. Единственное, там у нас получилось, Акацев вышел в финал Кубка России, и он, к сожалению, не смог, он очень хотел. Гудиев и Хосонов тоже на переходные игры попали, тоже не смогли. И кое-кто из наших ветеранов травмы получили, они там играют где-то и травмы получили, а так в основном все приехали. Даже с Германии у нас прилетел специально Остаев. Воспитанники «Юности» приехали не просто для поздравлений и теплых слов. В честь юбилея состоялся особенный товарищеский матч – встреча поколений. На поле вышли те, кто играл 10, 20 и 30 лет назад. Среди них чемпионы России Артур Пагаев, Алан Агаев, Спартак Гогниев, Алан Кусов, Алан Дзагоев, Владимир Габулов. «Юность» — это та школа, которая объединяет все районы республики. И это происходило во все времена. Вот эта семейственность, вот эта доброта, вот это правильные ценности, которые прививались еще с детских времен. Конечно, это большая заслуга, Царство Небесное, Нодар Захарович Папилишвили. Вот вспоминая те времена, он всегда находил время, находил правильные слова, на какое бы мы соревнование не уезжали, на какой бы матч мы не уезжали, он всегда приходил в автобус и напутствовал каждую команду правильными, добрыми словами, нацеливал всегда на максимальную самоотдачу. И
прогресс и отличный результат. С юностью тесно связано детство и Алана Дзагоева. На тренировке мальчик приезжал из Беслана. Здесь были первые крупные соревнования, победы и поражения, после которых тренеры учили вставать и идти дальше. Именно в этой школе, отмечает спортсмен, формировался его характер. Кубок России, я помню, это где-то 2003 год был. Мы тогда первый раз поехали вот на такой крупный турнир Кубок России. Ну и для нас это такой значимый турнир был. Мы как раз, я помню, мы там второе место заняли, ЦСКА первыми стали. На самом деле, я говорю, тут много что с этим связано. И игр сколько тут было, и побед сколько было. Сколько воспитанников отсюда повыходило, я думаю, все в курсе. Да? На самом деле, еще, я думаю, еще и не все смогли приехать, и не все могут играть. И я не могу играть. Вот. Свое мы уже, скажем так, отыграли. И на самом деле это, ну, скажем так, ностальгия. Вот как раз-таки вот на этих полях, вот в этом зале мы познавали азы футбола. Вот. Игорь Витальевич Осенькин, Гагий Финалокрович — это как раз-таки те люди, которые давали нам вот эту школу, базу в нас закладывали, чтобы мы дальше потом могли себя реализовать в той или иной степени, насколько это возможно было на тот момент. Игра получилась, как и ожидалось, дружеская и по-настоящему теплой. Улыбки с лиц воспитанников юности не сходили на протяжении всех двух таймов. Матч, посвященный родной школе, стал символом единства и благодарности. А самое главное, юбилей стал настоящим праздником для подрастающего поколения. Для тех, кто только загорелся мечтой стать новой звездой футбола. Они с восторгом наблюдали за игрой, ловили каждое движение, запоминали тактику своих кумиров. Об этом матче мне рассказали мои друзья и мой тренер. Тренер меня пригласил на этот матч, и я из-за этого матча пропустил школу. Мне очень понравился этот матч, так как в этом матче играли разные звезды, и мне расписали футболку несколько футболистов. Мы сегодня пришли специально подготовленные с фломастерами, футболками, и чтобы нам расписались наши кумиры. Очень красивая игра, зрелищная игра. Вот даже сейчас гол забили. Матч закончился в ничью 4-4, хотя вряд ли счет имел значение. Ведь был настоящий праздник, который в очередной раз показал, что юность в первую очередь не стены и не поле, а люди, которые любят футбол настолько сильно, что зажигают сердца тысяч болельщиков. Но мы решили на этом не останавливаться и обсудить еще и историю школы, ее успехи. Карим, подожди. Об этом мы тоже обязательно поговорим, но немножко позже, после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь. Карин, мы с тобой в эфирах очень любим немножко порассуждать. Я предлагаю от этой традиции не отходить сильно далеко, поэтому Согласна. скажи мне, пожалуйста, вот на твой взгляд, что для человека есть основа основ, фундамент? Аслан, ну смотри, так просто и не ответить, да? Людей много и одинаковых нет, поэтому для одних основой могут стать книги классиков, да? Для других титаны мысли античности, понимаешь? Для третьих военачальники времен Великой Отечественной войны. Все очень разные. Какой развернутый у тебя, однако, ответ. Я Спасибо. старалась. Да, я с тобой согласен абсолютно, но я думаю, что основа основ — это, безусловно, крепкое здоровье. А крепкое здоровье — это спорт. Согласна? Однозначно, Аслан, однозначно. И сталь, она очень часто закаляется в спортивных секциях, залах, рядом с тренерами, спортивными снарядами и добрыми боевыми товарищами, которые с удовольствием, пусть и не без усилий, разделяют с тобой это бремя. Именно. Ну а вот после это перерастает в крепкую дружбу, добрые традиции и теплые воспоминания. Как, например, в спортивной школе футбола «Юность» имени Нодара Папилишвили. Сегодня с нами в студии Анатолий Кочетов, заведующий спортивной школой футбола «Юность», и Султан Агузаров, тренер-преподаватель спортивной школы футбола «Юность». Добрый вечер. Мы рады вас видеть у нас в студии. И, Аслан, ты или я? Давай ты. Хорошо. Попробуем. Мы вас поздравляем. Спасибо за приглашение в студию. Всегда вам рады. Прекрасное событие. Расскажите, немного хочется вот ваших впечатлений, ощущений, может быть, эмоций, какие у вас. 50 лет. Хочется вначале сказать, поздравить всех
Мы не всех смогли пригласить, кого-то забыли, кого-то что-то, всех поздравить с юбилеем 50 школы, потому что выпускников было очень много. Я работаю 50 лет уже в школе. Один единственный остался, кто с самого начала открытия школы. И вот поздравить всех, кто не смог прийти, кто пришел, кто был, всех с юбилеем школы. И хочется сразу еще добавить и выразить благодарность тем спортсменам, которые приехали на этот юбилей, поздравить, сказать спасибо особенно Алане, нашей команде, которая выразила большую спонсорскую помощь. Там накидки, мячи, футболки, там все такое они оказали. Вот это в первую очередь хочу сказать, вот, выразить большую благодарность. Поддержка, она всегда важна, и тут мы присоединяемся к вашим словам. Безусловно, безусловно. Да. Султан Александрович, ваши впечатления? Ну, было очень много людей, и я очень рад, что дети пришли. К сожалению, наша команда давно не выступает у себя в стенах, и было очень приятно увидеть, как дети увидели это вживую. Я думаю, многим детям это дало мотивацию, толчок, чтобы заниматься. Многие даже не знали, кто играет, кто приехал, но все равно они видят, это футболисты, люди пришли, смотрят, есть ажиотаж, и дети все побежали брать автографы, фотографироваться. На это, конечно, было смотреть приятно. Да, это атмосфера, которая давно не было. Да. Радостная, да. К счастью, у нас и получилось это создать, и я надеюсь, очень скоро наша команда начнет у себя играть дома, дети будут ходить и получать энергию для того, чтобы заниматься этим спортом. И побеждать. Это естественно. Обязательно. Анатолий Васильевич, вот к слову про вчерашнюю игру, ведь встретились, по сути, несколько эпох. Это были как футболисты профессиональные, притом, так и люди, уже давно не связанные с футболом. Вот, к примеру, министр труда Северной Осетии Юрий Абаев, бывший воспитанник юности, он тоже вчера принимал участие. Команды получились разносторонними очень. Вот в связи с этим... Понятно, очень радостно, но как ощущался матч, вот когда вот настолько разносторонняя получилась команда? Ну, это как праздник. Это был праздник. Юра Абаев, он, в принципе, начинал у меня заниматься футболом, потом он в Суровское училище ушел. А его папа все время приходил, он ветеран боевых действий Афганистана. И Олег, брат его, участник СВО. И Майером все время было очень приятно, когда Юра получил такое звание. Герой России. Герой России, да. Нам было очень, очень почетно, что такой тоже тренировался у нас в школе. Такие вот. Очень приятно, что ребята вот с такой дружбой, с такой любовью пришли поговорить, вспомнить что-то. И нам было очень тоже приятно всему тренерскому составу, что так вот встретились такие вот выпускники, не забывают школу, приехали, могли кто-то... Мы ждали еще, Акацев должен был приехать, да, но он попал в финал Кубка России и не смог. Должны были приехать еще Гудиев, Хасонов, Сакрона, но они играют переходные игры. Там еще какие-то ребята такие значимые должны быть, но какие-то обстоятельства не смогли. Грустно, безусловно. Наверняка тренировки у них очень много. Ну, конечно, Акацев готовится к финалу России. Конечно, сейчас у него такой основной матч. Они хотят теперь чемпионство не заняли, хотя бы выиграть Кубок России. Будем болеть за нашего осетина. Об этом мы еще чуть позже поговорим, о том, вот, как это наблюдать за своими воспитанниками, когда они уже играют на таком высоком уровне. А прежде хотел вас спросить, Анатолий Васильевич, о том, вот как за столько лет, за полвека работы юности, вот эта работа складывалась.
Однозначно среди основателей школы это один из один из величайших людей, очень важных, значимых для юности. Это великий футболист Нудар Папелишвили, руководивший 34 года юностью. Вот каким он был человеком, как он много сделал для школы. Вы-то с ним работали. Ну, юность, она существовала еще до Папелишвили. Была комплексная школа ДСШ, и там было отделение баскетбола, отделение футбола, волейбола, и было отделение. Там было всего, по-моему, 5 тренеров всего. А в 1976 году Нодар Захарович уже закончил играть, и он открыл школу Олимпийского резерва. Вот эти 5, тех, которые были тренера, они автоматически перешли в школу «Юность». И я пришел с армии, уже у меня была травма, я уже не мог играть. Я пришел к Нодару Захаровичу и устроился в 1976 году тоже в школу «Юность». Нас было всего там тренеров, по-моему, 8, все 8 тренеров. И Нодар Захарович мне говорит, у меня опыта такого не было, открываешь спецкласс. Ищи себе школу, ищи себе помощника. И Володя Чехоев, это судья международной категории, он работал в 21-й школе учителем физкультуры. Я к нему пришел, говорю: Володя, не хочешь пойти со мной в спецкласс работать? Он говорит: я бы с удовольствием. И вот мы с Владимиром Харитоновичем, это был 64-й год рождения. Как-то вот недавно один подходит, говорит, так смотрит, уже седой такой: здравствуйте, Анатолий Васильевич, а я у вас занимался. Честно, уже 50 лет прошло, конечно. Я говорю: ты какого года? 64-го, в спецклассе был. А как фамилия? Касаева. Олежка, это ты? Типа такой вот, столько времени, я, говорю, был в Сибири, сейчас вот вернулся сюда. И с Владимиром Харитоновичем мы начали работать в спецклассе. Это был уникальный человек, Владимир Харитонович. Всегда он говорил, что чтобы хорошо судить, надо внешний вид иметь и жесты на поле. И он кроссы бегал с пацанами, следил. Он каждую неделю ходил, подстригался. Я говорю: Володь, ну там у тебя... Он говорит: нет, туда один волос чуть-чуть вылез. Терпеть не мог, когда рядом курили. Когда грамм он не пил, такой был режимистый, такой бегал, все. Но он трагически ж погиб. Попал в аварию, в таком расцвете был сил, но, как говорят, судьба такая вот у него сложилась, что в автомобильную аварию попал и погиб он. Вот с ним мы начали работать, с Владимиром Харитоновичем. Это был 64-й год рождения, это уже сейчас по 60-61 год. Ну, там тренера такие были знаковые. Гацалов Лев Александрович, я с ним начинал на торпедо, он работал. Я пришел к нему и говорю: Лев Александрович, можно я с вами? Это был тоже очень такой интеллигентный, такой, громко около него не скажешь. Всегда он был подтянут в форме, такой, чтобы кто-то там, он что-то сказал, все вставали, все. Такой он был. Учиться много было у него. Агоев Марат Алексеевич, тоже такой тренер, такой знаменитый. У него был воспитанник Бубнов Александр, который играл в сборной Союза. Такой «Динамо» в Москве играл. Любочкин Геннадий Гаврилович, тоже хороший тренер. Вот эти старая плеяда, которых я начинал с ними работать, у которых многому чему поучился. Но сегодня наверняка учится у вас. Да? Ну, стараешься так, чтобы, да, это тренер, это, как говорят, это, ну, так вот тренером просто, особенно с детьми, это диагноз, говорят. Потому что некоторые смотрят: да как это, я бы их поубивал бы, я бы понадавал бы им бы, что такие они. Ну, это ж не каждый взять и провести занятия. Да, иди проведи занятия. Это не каждому дано, но вот так вот получается, что время ж летит быстро. Раз, миг какой-то, и все. Ну, и я смею предположить, что Султану Александровичу дано работать с детьми, да и вообще тренировать в таком, мне кажется, непростой вид спорта, я бы сказала. Как вам работается тренером? Как только я начал работать тренером, ну, изначально я всегда хотел попасть на «Юность». Для меня «Юность» всегда была одной из самых сильнейших школ не только в республике, но и на Северном Кавказе.
И когда я туда попал, я сразу благодарю Гагиева Инала, что он меня взял. Работается, конечно, моментами тяжело, но это работа мечты. Ты приходишь и получаешь удовольствие от своей работы. Конечно, бывает тяжело и с детьми, и особенно с родителями, но без этого никуда. Про родителей хотели спросить, если честно. Родители ведь это люди, которые в порыве переживания за своего ребенка иногда даже и вмешиваются в тренировочный процесс. Как с ними складываются отношения? Ну, изначально вы должны выстроить такие отношения с родителями, чтобы они не вмешивались в тренировочный процесс, в игры, потому что ребенок должен получать одну и ту же информацию и от родителей, и от тренера. У него не должно быть, что тренер сказал «обыгрывай», родитель сказал «бей», ну, условно говоря. Да. Если у него этот конфликт в голове возникает, то ему уже тяжело принимать решения именно самому. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все тренеры выстраивали рабочие отношения изначально с родителями. Они запускали, и уже потом очень тяжело бывает это исправить. Скажите, да, вот было ли у вас, есть ли у вас уже такие дети, ребята, с которыми вы работали, но которые уже отыграли свое, может быть, пошли в этом направлении, они дальше футболисты, но у вас уже просто не учатся, а может быть, они вообще выбрали какую-то другую профессию. Поддерживаете ли вы с ними связь? Но он еще молодой же тренер, он еще не выпускает. Да, вот я тоже пытаюсь для себя понять, сколько было выпусков. А вы знаете, что у нас почти что все тренера в школе – это выпускники нашей школы. Почти что все. Выпускники. Получается, поддерживают связь ваши выпускники. И Бериев, сейчас сын его даже, у нас семейная такая, это наш Дзулаев, Игорь, Алик Дулаев, это Казик Гудиев, это все наши выпускники школы. Конечно, с родителями поддерживать связь. Бывает был случай такой у меня был интересный. Я везу детей на турнир, и мне нужен этот мальчик, чтобы был повесить. Мама приходит, я, говорит, его не отпущу на турнир. У меня какое-то предчувствие, что с ним что-то случится. Я говорю, да как что случится? Я же там буду. Нет, я его только в том случае отпущу, если вы возьмете с собой ее старшую сестру, его старшую сестру. Но мне нужен, я говорю, ну хорошо, пришлось взять и сестру с собой на турнир. Ну, мальчик, это все нормально, с ним он живет в Москве, все предчувствие, все это. Ну, так и мама так вот переживала, что боялась его даже отпустить сюда, на эти соревнования. Мама есть мама. Мама, да. Тут ничего не поделаешь. И когда никуда не выезжал, конечно, они переживают, родители, что, как, что... Почему так вот такая ситуация? Ну вот с чего-то ж надо начинать. А вот дальше уже уровень приходит, притом уровень какой. Анатолий Васильевич, вот к слову о вчерашнем матче. Многие именитые футболисты смогли приехать, многие нет. Но вот к слову о том, каково это. Вот вы видите, они начинают при вас, у вас на глазах. Вы их взращиваете, а потом вы видите, как они играют с сильнейшими командами на крупнейших стадионах, с телеэкранов. Вот как это ощущать, что вот ваш... Конечно, это гордость, это приятно, это то, что вот, это, такая гордость, я скажу, да, гордость, да. Он вчера подошел ко мне, приехал с Ростова, Гамлет Сиукаев, он чемпион мира, между прочим, среди было такое первенство, Всемирные игры в Москве были. И он стал чемпионом мира. И вот он приехал с Ростова, и он мне говорит, я тоже начал тренировать, Антон Васильевич. Он вспомнил вас, говорит, а он у меня занимался. Он вспомнил, как вы нас тренировали, что вы мне подскажете, говорит, как мне, что мне. Я говорю, ну, если ты любишь дело это, все у тебя получится, если ты будешь отдаваться этому делу. Очень приятно то, что вот он тоже... С Ростова он не поленился, тоже вчера играл он, Гамлет Сиукаев. Приятно. Такая у нас он, звездочка тоже в школе. Я бы хотел еще, вот, пока вы мне вопросы не задали, может, потом. Вот сейчас немножко в школе тяжело, потому что 2 школы занимаются на юность, уже 5 лет. Хочется отметить, вот как директора школы Инала Акровича Гагиева, как он все-таки находит свое спокойствие, находит характер. Составить расписание
это, знаете, очень сложно, да, очень сложно. Вот сейчас на летом на нас составить расписание, мы с ним сядем, это целое дело. Я Ну, представляю. две школы. Мы, когда была одна школа, не помещались, там тяжело было. А представьте, две школы. Ну да. Это очень такая... И вот Инал Крущ, я хочу его отметить, что я даже на него смотрю, как молодец он, как он справляется, то, что вот две школы поместились. И нет у нас таких, чтобы какие-то обид, вот вы нам то, вы нам все, все довольны. Но мы ждем, что стадион откроется и школа перейдет туда. Разгрузится, так Да. сказать. А если что-то, всегда интересно в сравнении за чем-то наблюдать, за какими-то событиями, местами, в нашем случае за школой. Как изменилась школа за, возьмем любой отрезок времени, 10, 20, 30, 40 лет, что принципиально изменилось, а что, может быть, сохранилось и осталось? Ну, знаете, как говорится, жизнь течет и меняется, Да. правильно? Да. Вот и когда я начинал работать, мы все журналы писали От ручкой, руки. да, планы, все ручкой писали. А сейчас, Султан Александрович, видимо... Сейчас электронные журналы. Да, сейчас Меня всегда ругают, потому что я их не заполняю. там, сейчас в электронном виде он должен план составлять в электронном виде, все отмечать, сколько у него там присутствующих. Вот это вот такие новшества. Я немножко так не был, как бы такой... Сейчас пришлось изучать тоже. Изучать пришлось, все садиться, все изучать, интернет, все это меняется. И причем это меняется очень быстро, сильно, да, меняется. Если раньше, как Чапаев там картошки двигал, а сейчас все в электронном виде, все снимают, все. У них стоят, одевают они такие электроны, и там все просчитывается, сколько он пробежал, сколько он не бежал. Если, например, раньше бегали 5 километров за игру, сейчас бегают 12 километров. Даже что? Да, игрок бегает 12 километров. И детям говорит, вот ты ленишься бежать, а вот посчитай, 12 километров, это на стадионе, значит, 400 метров круг, значит, это 20 кругов, это 8 километров, и еще. Вот столько надо пробежать, да, сейчас столько бегают в Ну, футболе. наверняка есть и традиции, которые точно сохранились. Вот это точно не может не радовать. Аслан. Безусловно, об этом мы еще тоже поговорим. Да. Но прежде, Султан Александрович, вот мы поговорили о том, какие были изменения за десятилетия ближайшие или, может быть, не ближайшие. А вот если попробовать спрогнозировать будущее юности, может быть, славно было бы, если бы вот получилось вот как... Султан Александрович, попробуйте вот, пожалуйста, вы. Каким образом было бы славно, если бы юность развивалась в ближайшие годы? Славно было бы, если бы нам поменяли поля, поставили Это будет для всех. новые поля. Да. Славно было бы, если бы наши старшие возраста играли на юношеской футбольной лиге. У нас сейчас от республики выступает только Академия Алании. Но ни в одном возрасте мы не уступаем Академии Алании, начиная от малого и до старшего возраста. Поэтому внешняя конкуренция для футбола в республике была бы очень хорошей. И это было бы очень хорошо, если бы нам поменяли поля, трибуны бы улучшили, поставили табло, чтобы мы подходили по нормам для игры в юношеской футбольной лиге. Отремонтировали раздевалки, сделали душевые. И это было бы очень замечательно для нашего футбола, не только для юности, а в целом для футбола в Осетии. Да. Потому что старший возраст уже, если на ЮФЛ не играет, то и в Аланию ты не попал, то они на республику поиграют и заканчивают, к сожалению. А если будет больше возможностей, я очень глубоко убежден, что мы футбольная республика. И вчерашний матч это доказал. Поэтому я вижу светлое будущее, если нам поможет.
помогут, извините. Да, тут я не могу с вами не согласиться, потому что очень много у нас в республике, я знаю, что есть команда, которым просто нужна поддержка небольшая, да, дать возможности. Просто технически. А так, ребят, Слан, знаешь, сколько, которые хотят играть в футбол? Я нет, но, конечно. как бы... Множество великое. Да. У нас остается совсем немного времени. Если можно, вкратце, Анатолий Васильевич, небольшой совет ребятам, которые сейчас тренируются, сегодняшним футболистам, на что им стоит налечь, на что обратить внимание? Коротко, если можно. Ну, вы знаете, что не все ребята станут футболистами, не все, да. Такое, не все. Я даже, когда уже постарше возраст бывает, когда вот на выпуске, я даже подсказываю, ты больше на учебу обрати внимание, потому что вижу, что с него по большому счету не пойдет. Это что же, если он и учебу забросит, и... Ну, да. Да, и там не получается, и может быть какие-то большие... И тренера это будет как бы тоже, что ж ты не подсказал, потому что это у каждого, как говорится, планка высоты своя. Кого не тренируют, тебя, например, тренируют, ты только можешь прыгнуть там 1,70 м, к слову говоря, больше, а надо много прыгать. Ну, что подсказать? Ну, если они любят футбол, они ходят, не бросают футбол, пускай ходят. Родители их спрашивают, а что с него получится футболист? Знаете, где-то лет к 15 более конкретно видно уже, получится с него, не получится с него. Там много качеств, которые должно сопутствовать, чтобы с него получилось. Природные эти данные. И, ну, конечно, от тренера тоже много зависит, что специалист нормальный был, разбирался, все. Ну, а детям что, пускай крепкие, самое главное, здоровые. Всегда я тренерам тоже своим говорю, следите, чтобы они приносили справочки, что они допущены, что у них нет патологий никаких, чтобы, не дай бог, что-то случилось. Очень это следим сильно, чтобы они, самое главное, здоровые росли. Самое главное, здоровые. Спасибо. И ходили, а так ходили, и, конечно, и учились. Это, безусловно, да, чтобы, как бы там ни было, да, учиться надо. Потому что в спорте есть спорт, бывает травма, и все. И спорт может закрыться, а учеба есть, а учиться надо. Да. Обязательно. Да, спасибо вам большое. Мы вас еще раз поздравляем. 50 лет юбилей. Вам огромное спасибо, что вы к нам сегодня пришли, рассказали, поделились. И прямой эфир. Времени, как обычно, мало. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Аслан, я думаю, что мы сегодня обсудили все самое важное и актуальное к этому часу. Остается еще вот твое фирменное. Точно, точно. Водомауны жогын, райшому мавчахаты амартын минуту, мемкуша губата люда, кем холмакашсануй, ярыштагулон кушинканзан ахшягам сфакашт усахабарта. Именно. А в 21:00 коллеги из информационного отдела продолжат эфир телеканала с сводкой самых актуальных новостей. Ну и как всегда, оставайтесь с нами и до новых встреч.